Призываю людей, дагестанцев, мусульман, потомков имама Шамиля, призываю, чтобы они считали друг друга мусульманами. Оснований нету не считать. Но вы же наши братья, мусульмане, ла иляха илляллах, говорите. Коран признаете. Сунну посланника Аллаха, алейхиссалям, признаете? Бухари, Муслим, Аби Дауд, Тирмизи. Дальше. Признаем. То есть входит ахлю сунна валь джамаат, да? Входит. Но остановимся тогда. Не будем копаться. Единственная вещь, которую просим, такфир не выносить. Вот это все вот сейчас привел историю, тарих ислама, привел я. Везде великие люди, тарикати. Это исторические данные, можно посмотреть. То есть на чем основ держался, вытягивали. До нас дошел тарикатский устаз. И в созидании, и в газавате, и в науке. Мы же грудь не выпячиваем, не говорим, только мы, и все. Не говорим мы. Так, кто хочет следовать, кто хочет понять. Следует человек исламу, хадис берет, идет по этому пути. Никаких проблем нет. Поэтому, братья, это просто информация, во-первых. Во-вторых, это хотел бы также, если здесь есть люди, которые действительно поддерживают Ибн Таймии, идет по этому пути, никаких проблем нету. Я не вижу никаких проблем. Если обратная реакция считать другого мусульманином. Не лицемерить. А то есть такие тоже индивиды. Салам алейкум говорят, улыбаются тебе, а потом за тобой намаз не делают. Не так. Мужчинами надо быть, если не хочешь видеть, слышать, намаз не делать, лучше вообще салам не надо давать. Поэтому вот такие моменты есть. Мы сказали, что такое ислам, на чем он основывается, что является сердцевиной ислама. Показали, на чем были мусульмане, тарикатские устазы, шейхи, мюриды. То есть показали что они тоже были на исламе, поддерживали ислам, шли по этому пути. Мы не говорим, что это единственная сила, которая вот так шла. Нет, мы говорим, они жертвовали этой религией. Они шли по этому пути. И люди, ученые, единогласные, поддерживали их. Конечно, были ученые, которые не были мюридами тарикат. Не надо думать, что я всех под эту линию завожу. Но я вам хочу сказать, что это ислам. Начиная с пророка, нравы пророка, деяния пророка, жертва пророка, это были в этих людях. Этих людях до наших дней. И в наших краях, на нашей земле тоже есть эти люди. Можно не следовать, но не обвинять. Это опасный путь. Вот цель всего этого рассказа, который я говорю, это не пропаганда тариката, это не унижение там салафитов или ваххабия, кто как называет. Нет, абсолютно. У меня такой цели тоже не было. Призыв к тому, что информацию дал и сказать, люди, это мусульмане, и вы, пожалуйста, прежде чем что-то говорить, думайте, просвещайтесь, узнавайте, чтобы сохранить мир, чтобы сохранить братство. Пусть Аллах сделает так, что то, что я сказал сейчас, сегодня, оно принесет благо на нашей умме во всех отношениях. Укрепить наше братство. Кто бы ни был, кто бы за кем ни следовал, как бы ни был. Чтобы мы поняли, что мы мусульмане, которые находятся на единобожии, ла иляха илляллах, что нету никаких заблудших, еретиков, что мы мусульмане, верующие, которые должны заниматься внутренними своими страстями, желаниями, минусами. И Всевышний Аллах одарит нас своей милостью и любовью в обоих мирах. Знаете, братья, это случится, потому что это было. Ты делаешь шаг, Всевышний тебе делает 10 шагов вперед. Пусть Аллах
сделает наше братство совершенным, одарит нас своей любовью, и чтобы эта любовь у нас была между нами очень сильная ради Аллаха и Его посланника, алейхиссалату вассалям.